Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Тимур Бекмурзин. На государственном уровне 1100-летия официального принятия ислама в Волжской Булгарии торжественно отметили в республике. Масштаб события грандиозный. В рамках празднования прошли Международный экономический форум «Казан-саммит», заседание группы стратегического видения России «Исламский мир», закладка памятного камня в основании соборной мечети Казани, Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, форумы торгово-промышленных палат и машиностроительного кластера «Изге Булгар-Жене». Тысячи гостей из десятков зарубежных стран, федеральные чиновники, главы и муфтии регионов, многочисленные дипломатические корпусы, ведущие богословы мира. Открыть специальный выпуск программы «7 дней» сегодня я бы хотел словами Гурбангулы Бердумухамедова, сказанные на этой неделе в Казани. У Татарстана уникальная роль по наведению мостов дружбы между Россией и странами исламского мира. А теперь обо всем по порядку. Торжества начались с приветствия президента России Владимира Путина участникам и организаторам мероприятий, приуроченных к 1100-летию официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Владимир Путин отметил, что это одна из знаменательных вех в истории нашей Родины, и она сыграла важную роль в формировании единого и сплоченного многонационального народа России. На протяжении столетий российские мусульмане вносили и вносят значительный вклад в развитие страны. Их яркие достижения в самых разных сферах – неотъемлемая часть нашего богатейшего исторического, научного, культурного, духовного наследия. Нынешнее поколение мусульман России с уважением относится к традициям и обычаям своих предков, сохраняет твердую приверженность их заветам честного служения Отечеству, высоким идеалам патриотизма и справедливости. В ходе проведения специальной военной операции на Украине бойцы-мусульмане проявляют стойкость, мужество и самоотверженность. Важно, что российские мусульмане активно участвуют в расширении международных связей страны. Это наглядно подтверждают нынешние мероприятия и, прежде всего, Международный экономический саммит «Россия. Исламский мир. Казан-саммит-2022» и очередное заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Празднование 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии стартовало уже в начале года на общефедеральном уровне. В январе в Болгаре состоялся Всероссийский мусульманский форум. А в Московской соборной мечети открылась Всероссийская ежегодная конференция «Чтение имени Шагабуддина Марджани» на тему «Ислам России. Осмысление многовекового опыта российских мусульман». Основные же мероприятия прошли на этой неделе в Казани и Болгаре. 20 мая в Казанской ратуше состоялось заседание группы стратегического видения России «Исламский мир», председателем которой является президент республики Рустам Минниханов. Напомним, что группа была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Ментимира Шаймиева после того, как Российская Федерация присоединилась к Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя. В нее входят известные государственные и общественные деятели из 27 мусульманских государств. Татарстан в этом плане регион показательный, даже в мировом масштабе. У нас имеется, без преувеличения, уникальный опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия. И этим опытом мы готовы делиться со всеми. Зуфар Давлетшин. Подробнее. Известно, что вначале было слово. И именно через слова чаще всего находятся ответы на вопросы и решаются большинство проблем. Чтобы через слова обменяться мыслями и понять, куда идти дальше, и собираются на такие форумы. А что такое стратегическая группа? Это очень авторитетный орган. У истоков стояли две такие величины, как Примаков, Шаймиев. Состав очень солидный, 36 представителей очень авторитетных наших коллег-россиян. И 33 представителя зарубежных стран. Tabii Tataristan Rusya için çok önemli bir ülke. В течение всей истории Татарстан играл очень важную роль, связующую роль своеобразного моста между Россией, Средней Азией, исламским миром и Турцией. На заре советской власти с новой страной знакомил исламский мир Карим Хакимов, татарин, родом из Башкортостана. Он стал первым полномочным представителем Советской России в арабских странах, личным другом главы основателя правящей ныне династии Саудовской Аравии. Его называли «Красный Паша». Бывший посол России в Саудовской Аравии Олег Озеров – автор книги о Кариме Хакимове. Советская Россия стала первым государством, которое признало Саудовскую Аравию. И огромная заслуга в этом принадлежит Кариму Абдурафовичу Хакимову, великому сыну татарского народа.
он твердо выступал против национализма, сепаратизма и поддерживал именно создание крупного, сильного государства. Ислам является неотъемлемой частью России, русской культуры и ее созидательной частью. Россия может, наверное, в данный момент может стать тем связующим звеном, которое не только объединит, но даст новый импульс для развития отношений. Ислам – это традиционно страны Востока с традиционными человеческими ценностями, которым все чаще стали противопоставляться новые западные ценности. Россия же, находясь между Европой и Азией, ориентируется на коренные традиции. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал важность развития сотрудничества с мусульманскими странами. Это один из основных приоритетов нашей внешней политики. Сегодня мы встречаемся в сложное время, в условиях противостояния агрессивному воздействию западных стран. Стираются и искажаются нормы морали, закрепленные в священных писаниях. Мы стали свидетелями, что такая тенденция приводит к распространению нацизма и расколу между народами, с чем Россия активно борется. Наша Родина всегда стояла за единство между нациями и религиозными конфессиями, за мирное сосуществование. И сейчас, наблюдая за обилием фейков и попытками дискредитировать Россию в глазах мировой общественности, мы признательны нашим коллегам из исламских государств за диалог и за поддержку. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Рад приветствовать вас в Казани, который является одним из центров исламской культуры России и Приволжского федерального округа. Приволжье сегодня представляет пример баланса между развитием общероссийской гражданской идентичности и сохранением традиционных ценностей народов России. Коллективный Запад пытается навязать свои ценности, подчинить себе тех, кто мыслит иначе. Мы признательны большинству стран мусульманского и арабского мира за то, что они не поддались давлению и по-прежнему нацелены на развитие сотрудничества с нашей страной. В республике межнациональный и межконфессиональный мир и согласие закрепились в качестве прогрессивных тенденций. Это наши ценностные ориентиры и приоритеты в работе. Здесь признали, что хоть религия и отделена от государства, но десятилетия атеизма не смогли отделить от религии людей. Основой нашей политики является баланс культур и конфессий, последовательное формирование общественной и межнациональной стабильности, что помогает нам в этой основе двигаться вперед и дальше развиваться. Мы с самого начала выбрали путь межконфессионального и межнационального согласия, подчеркнув, что ислам не просто признает наличие других религий, но и взаимодействует с ними, помогая им развиваться, как бы сложно ни было. Мы стараемся соблюдать этот баланс. Только мусульманские страны готовы поставлять в Россию трудовые резервы, а также иметь с ней торгово-экономические, финансовые, военные и политические контакты. Успех придет только после того, как начнется системно налаженная работа с мусульманским миром. Есть у нас еще, кроме Запада, и Восток, и Ближний, и Средний, и Дальний, и миллионы, миллиарды братьев и сестер, которым, как и нам, россиянам, дороги вера и отчизна, семья и отчий дом. Веками судьба от Всевышнего объединила нас, 193 больших и малых народов России, на земле нашей отчизны. И даст Бог, в единстве и сплоченности, все вместе мы выдержим и эти испытания, выпавшие на долю нашего Отечества сегодня. Зуфар Давлетович, Андрей Мохов, 7 дней. Свое приветствие участникам и организаторам Международного экономического саммита «Россия. Исламский мир» направил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Его на открытии пленарного заседания саммита зачитал министр экономического развития Максим Решетников. Россию и исламские государства связывают прочные узы дружбы и глубокого уважения. Мы активно развиваем взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, претворяем в жизнь крупные совместные проекты.
Форум «Россия. Исламский мир» – это уникальная возможность придать дополнительный импульс нашему многоплановому сотрудничеству, расширить обмен опытом и лучшими практиками. Особое внимание будет уделено знаменательной дате – 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. Это важнейшее историческое событие для России, Татарстана и всего исламского мира. Уверен, что Международный экономический саммит послужит укреплению деловых связей России с исламским миром, упрочению взаимопонимания и доверия между нашими странами и народами. Несмотря на все происки коллективного Запада, мы наблюдаем явное усиление интереса к нашей стране со стороны инвесторов из развивающихся стран, прежде всего из Азии, Индии, стран Организации исламского сотрудничества. Татарстан здесь важнейший, ключевой регион по целому ряду причин. Наша республика имеет крайне выгодное географическое расположение в центре России, высокий потенциал развития, мощную инвестиционную инфраструктуру, квалифицированную рабочую силу. И все говорит о том, что Татарстан сейчас является лучшей, самой привлекательной точкой входа, особенно для инвесторов из стран ОИС на рынок России и стран СНГ. В принципе, еще одно свидетельство этому и Казан-саммит, который уже стал и традиционной, и самой главной площадкой для экономического взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества. Потенциал этого взаимодействия колоссальный. Очевидно, что мы пока используем его недостаточно. Просто для понимания, суммарный объем активов исламской экономики экспертами оценивается на уровне 3,6 триллиона долларов. К 2025 году он должен увеличиться до 4,9 триллиона долларов. Если брать весь рынок халяль-индустрии, он еще больше. Председатель Всемирного дня халяль Мухаммед Джинна на саммите назвал цифру в более чем 6 триллионов долларов. По его словам, Татарстан и Казань вполне могут стать своеобразным халяль-хабом в мировом масштабе. Что для этого нужно? Какие законодательные инициативы? О халяль-лайфстайле и не только в нашем сюжете. Можно говорить традиционный, уже 13-й по счету, а можно и уникальный, единственный в своем роде. Казань-саммит сейчас та площадка, которая становится востребованной и актуальной как никогда. Конечно, с учетом новых экономических реалий и санкционного давления Запада. Изолировать такую страну, как Россия, с учетом ее территории, исторического предназначения, ресурсного потенциала невозможно. Из-за введенных ограничений и санкций, говорили на форуме в Казани, страдает весь мир и в первую очередь сам Запад. Теряет и Россия, но в чем-то мы становимся сильнее, мудрее, устойчивее. Как отметил министр экономического развития России Максим Решетников, укрепление сотрудничества с более надежными партнерами из исламского мира уже тенденция, и она с каждым годом только усиливается. Видим большие перспективы сотрудничества с исламскими странами. В современном мире роль мусульманских стран заметно растет. За последние 3 года товарооборот России с государствами Организации исламского сотрудничества увеличился на 1/4. Вот это окно возможности, оно было всегда, но наши предприниматели смотрели в другую сторону. Да? Если посмотреть, что происходит за последние 2 месяца, сейчас торговые связи, экономические, коммуникационные связи со странами именно исламского мира, они резко возросли. В этом году центральная тема форума звучит как «Экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль». Председатель Всемирного дня халяль Мухаммед Джинна при этом делает акцент на более широком трактовании понятия. Халяль далеко не только еда и одежда, произведенные по определенным стандартам. Это и туризм, и мода, и лекарства, халяль-лайфстайл, халяль как образ жизни. Это уже привычно многим мусульманам в России, особенно в Татарстане. Однако гость из Сингапура призывает этим не ограничиваться. Мухаммед призывает сделать халяль еще и более доступным для людей разных национальностей и вероисповеданий. В первую очередь, как высокий стандарт качества и безопасности. Татарстан, говорит, в этом плане регион с неограниченными возможностями. Во-первых, в силу исторических и культурных традиций, межнациональный и межконфессиональный мир и согласие – то, чем мы по праву гордимся. Во-вторых, экономически Татарстан уже сейчас готов стать своеобразным халяль-хабом. We have a very good products in the Tatarstan, Kazan.
Вы имеете отличные продукты высокого качества, которые можно продвигать на мировые рынки и превращать их в глобальные бренды. При этом вы можете стать настоящим халяль-хабом, можете сами экспортировать и стать точкой входа для других производителей халяль, точкой входа для всей России и стран СНГ. Работа по популяризации халяль-индустрии мы строим на основе утвержденной правительством Республики Татарстан дорожной карты по развитию халяльного образа жизни, направленной на увеличение туристического потока мусульман, товарооборота продукции со стандартами халяль, лояльности жителей к мусульманской моде и популяризации татарстанских брендов халяль как в России, так и за рубежом. И это, надо признать, существенный шаг вперед для Татарстана. Если сравнивать халяль-индустрию республики сегодня и, скажем, лет 10 назад, Казань-саммит, как главный форум по взаимодействию России с партнерами из исламского мира, также преобразился кардинально, не только в плане количества участников, но и качественным образом. Достаточно сказать, что в этом году в рамках форума прошло более 100 различных сессий, круглых столов и конференций. Халяль-туризм, халяль-медицина, то есть, естественно, халяль-продовольствие, да, это каждый год тема активно обсуждается. Вот все эти темы, они вызывают большой интерес. Мы расширили выставку, у нас было раньше 5000 квадратных метров, сейчас 10 тысяч квадратных метров, то есть в 2 раза увеличение. По количеству участников мы тоже приросли. Программа саммита очень насыщенная и интересная. В Нигерии большое мусульманское население, и нас очень интересует развитие индустрии халяль. Мы приехали укрепить связи с Россией и в особенности с Татарстаном. Казань очень красивый город. Я просто наслаждаюсь пребыванием здесь. Уже приобрела много друзей. Все на высоком уровне: и питание, и сам город, и люди, и мода, что стало для меня некоторым сюрпризом. Казанская команда саммита все прекрасно организовала, все великолепно, никаких вопросов нет. Я знал, что Казань очень красивый город, но он даже превзошел мои ожидания. А люди какие! Я просто восхищен ими. Этот форум – отличная возможность наладить полезные контакты. Особенно это важно для частных компаний. Кроме того, это еще и глобальный саммит для всех мусульман. Еще одна традиционная и ключевая тема Казанского саммита, помимо развития халяль-индустрии, конечно, исламский банкинг. О необходимости его продвигать в России говорят уже лет 10, но реальных подвижек как не было, так и нет. Сейчас, когда западное финансирование для российского бизнеса фактически становится недоступным, самое время менять подходы. Рустам Минниханов на сессии Сбертолк выступил с инициативой создать специальную структуру в этом секторе с внесением соответствующих изменений в законодательстве, а также установить специальный режим налогообложения. Представляется целесообразно создать отдельную структуру, ведущую свою деятельность сугубо в этом секторе с внесением соответствующих изменений в действующее законодательство. Реально необходимо менять гражданский кодекс, вносить правки для того, чтобы исламский банкинг развивался. К сожалению, мы всегда получали аргументы, что это нецелесообразно. Хотя вот если признать, Великобритания внесла свои изменения, в Казахстане эти изменения есть. Поэтому нам более активно и надо двигаться в этом направлении. Надежда на то, что что-то сдвинется в этом наболевшем вопросе, теперь есть, а отправной точкой для реального внедрения исламского банкинга на просторах России вполне может стать Казань. Западные инвесторы и финансисты сами отрезают себя от работы на перспективных и выгодных рынках России. А то, что они действительно и перспективные, и выгодные, доказывает неподдельный интерес тех же турок. На площадку Казань-саммита они высадились солидным десантом, в составе которого и чиновники, и политики, и предприниматели. Татарстан для нас важнейший регион, и мы знаем его как центр культуры и бизнеса. Нам интересно построить взаимовыгодные отношения с вашими компаниями и предпринимателями. Мы уже провели солидную подготовительную работу, подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь нужно переходить к практическим шагам. Сейчас время возможностей. Саммит в Казани это еще раз наглядно показал. Наши партнеры из исламского мира не хотят упускать свои шансы. Мы тем более должны ими воспользоваться. Тимур Бекмурзин и Андрей Ключников. 7 дней.
Мы продолжим программу через пару минут. Долгожданное и значимое событие для всей мусульманской уммы. В Казани в пятницу прошла церемония закладки памятного камня в основании соборной мечети. Она будет рассчитана на 10 тысяч человек. Перед началом торжества прошло коллективное чтение намаза. ТНВ вел прямую трансляцию с мероприятия. Было очень много почетных гостей. Вице-премьер России Марат Хуснуллин, президент Татарстана Рустам Минниханов, государственный советник Минтимер Шаймиев, руководители ряда регионов России, представители мусульманских сообществ. На памятном камне нанесена надпись на арабском, татарском, русском и английском языках. В ознаменовании строительства соборной мечети в честь 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Мы встречаемся в непростых условиях внешнеполитического давления, но единство наших граждан, общие нравственные идеалы, закрепленные в религиозных писаниях, и сегодня объединяют наше общество. Мы заложим первый камень, символизирующий начало строительства. Я хочу поздравить всех присутствующих с этим событием, пожелать здоровья и процветания, мира и добра. В нашей истории есть несколько примеров, когда строительство мечетей знаменовало поворотные моменты в жизни татарского народа. В 1767 году Екатерина II, татары ее говорят Эби-Патша, бабушка-старица, дала разрешение на строительство каменной мечети в городе Казани. Сегодня это старейшая действующая мечеть в нашем городе носит имя выдающегося татарского ученого Шигабуддина Маржани. В 90-е годы по инициативе нашего первого президента Минтимера Шаймиева началось строительство мечети Куль-Шариф в Кремле. Здесь мы ее видим. Сейчас это один из наиболее узнаваемых объектов нашей столицы города Казани. Показательно, что эти и другие наши мечети строились на общественные пожертвования. Не станет исключением и новая соборная мечеть. Сбором средств будет заниматься благотворительный фонд «Игілік», «Доброта». Ну и каждый желающий может внести свой вклад. Это святое дело. Я больше 70 лет уже об этом молюсь. Когда мне исполнилось 60, у нас одни планы были, не получилось. И потом одну молитву написал. В книге написано, что это 99 имен Всевышнего. И пожелание исполнится или через 7 дней, или через 7 месяцев, или через 7 лет. Там были построить мечеть в Москве, Булгарах, Казани, Уфе, еще все перечислены. И чтобы шайтан замолк, чтобы азан звучал. И это, альхамдулилля, в Булгарах со строительством белой мечети. Без президент Рустам Нургалиевич Миннихановқа, бірінші президент Минтимер Шариф оғлы Шаймиевқа ихлас рахметімні әйтәсім келі. Чөнки бұл мәчет біздің халқыбыз, милләтібіз, илебіз білән түзіләшек, Аллах насип етсе. Алхамдулилля, түзейбіз, мәчетләребізнің саны артқаннан арта. Һәм киләчәктә дә Җанабы Хак Субханаһу ва Тәгалә халқыбызға иманын нығыту үшін, иман нурын тағында арттыру үшін хиләлләре, айлары, аның қалқып тұра тұрған мәчетләребезне түзәргә, анда балаларыбыз, ұнықларыбызның ұнықлары ғибадәткә килергә насип әйләсен, нигезләребез нык булсын, я Рабби. Татарстан – пример для других регионов. Здесь мирно сосуществуют представители разных конфессий, а в людях сильна не только вера, но и гражданская идентичность. Такое мнение высказал в интервью нашему каналу один из гостей Казан-саммита, председатель правления Всемирного совета мусульманских сообществ Али Рашид Аль-Нуайми из Объединенных Арабских Эмиратов. Он занимал должность ректора университета Эмиратов, является генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин, одним из основателей форума по содействию миру в мусульманских сообществах. Также доктор Аль-Нуайми – близкий советник президента Объединенных Эмиратов. Казань он посещает уже в 4-й раз. С доктором Аль-Нуайми побеседовал Зуфар Давлетшин.
Господин Аль-Наими, ассаляму алейкум, здравствуйте, добро пожаловать в Казань, добро пожаловать в Татарстан. Вы ведь у нас уже не первый раз. Бисмиллахир рахманир рахим. Аввалан ашкур аля al-istidafа. Это уже 4-й раз, когда я посещаю город Казань. Ну, у вас уже, наверное, есть впечатление о Татарстане, о Казани, вот, как оно меняется на протяжении этих лет? Впечатление улучшается с каждым разом, и это на самом деле связано не только с, так скажем, с развитием инфраструктуры в городе Казань или во всей республике, но также я хотел бы отметить то стратегическое видение, которое есть у властей республики, в частности у господина Рустама Нургалевича Минниханова. И вот это видение, оно касается как внутренних дел республики или внутренних дел, так скажем, внутрироссийских, но также видение, как работать с внешним миром, с исламским миром. Вот говоря про внешний мир, да, вот опять же отношение к исламу, оно тоже меняется, наверное, вот как сейчас вот можно характеризовать это отношение к исламу в мире? أولاً مهم جداً أن ندرك أن هنا في جمهورية تتارستان. Ну, во-первых, необходимо отметить тот успех, который уже в действительности, можно сказать, осуществила республика. Это, так скажем, мирное существование представителей различных конфессий, различных религий, народов. И, то есть, вот, как бы пример республики, он должен быть примером для остальных регионов. Мы сейчас участвуем в мероприятиях, посвященных 1000-столетию принятия ислама в Волжской Булгарии. И, то есть, вот эти все мероприятия, они вот как раз и показывают вот те успехи, которые добилась Россия, так скажем, в этой сфере. И вот это должно как бы показать именно внешнему миру, не только не мусульманам, но и мусульманам других стран, что вот в России вот такая, скажем, ситуация. И вот как раз это мероприятие, и оно должно показать, что мусульмане, которые проживают в России, они являются частью российского общества, они являются гражданами, да, и то есть это как неотъемлемая часть их идентичности. Вы принимаете участие в группе стратегического видения России «Исламский мир», да, председателем которой является вот Рустам Минниханов. Какие главные проблемы сегодня вот все-таки в мусульманском мире? Появление вот этой группы, это, во-первых, это очень важно. Одно из важных вещей – это укрепление связей, то есть между Россией и исламским миром. И мы отмечаем, что вот эта связь, которая существует между Россией и исламским миром, она на самом деле не нова. Это уже, можно сказать, несколько веков эта связь, она существует. И вот группа стратегического вот этого видения, она, конечно же, очень много, так скажем, несет она большую ответственность по укреплению связей между Россией и исламским миром. Многие зарубежные гости удивляются, обращают внимание на то, что вот у нас в Кремле, там на расстоянии 50-100 метров стоит и мечеть, и церковь. Не смущает ли вот такое соседство, как вот реагируют? Считаю, что вот наоборот это является примером для остальных, вот это, так скажем, мирное существование между представителями различных конфессий. Даже более того, то есть это как бы должно показать пример того, что и мусульмане, и христиане, и иудеи, и представители других конфессий, они могут уживаться вместе, так как, несмотря на различия их веры, их объединяют какие-то общечеловеческие ценности, вот, и как раз ради которых они и должны как-то сплотиться и беречь эти общечеловеческие ценности, которые их объединяют, и быть, так скажем, эффективным инструментом
для развития общества. Спасибо вам за такую высокую оценку нашей республики, за то, что нашли время. Спасибо, плодотворной нам работы. Шукран джазилен. Вам тоже большое спасибо. Спасибо. О значимости всех происходящих событий в мире и уникальной роли Татарстана говорит и послание президента Турции. Реджеп Таyyip Эрдоган направил приветствие участникам Казань-саммита. Цитата. «Мы рассматриваем наших братьев-мусульман в России и Татарстане как доминирующую составляющую в укреплении и развитии наших отношений с Российской Федерацией. В каком бы уголке мира мы ни проживали, едины наши сердца, убеждения, каибла, азан и священные книги. Мусульмане не могут оставаться равнодушными к трагедиям, происходящим во всем мире. Наша помощь является наиболее конкретным проявлением сострадания нашей нации. Печальные события, происходящие на наших общих территориях, показывают, что международная система не в силах найти необходимые решения для глобальных вызовов, в первую очередь в отношении несправедливости. Наша задача – придерживаться идей сострадания, милосердия, щедрости, мира, права и справедливости, одинаково относиться ко всем людям, независимо от их вероисповедания. Если мы сможем это сделать, нам будет проще достичь более светлого и счастливого завтрашнего дня, говорится в послании президента Турции. 3 вещи составляют основу существования татарского народа. Это вера, язык и родина. Все они неотделимы друг от друга. Обязанностями каждого татарина в современных условиях являются забота о духовно-нравственном развитии, использование в общении татарского языка и всемирная забота о расширении сфер его использования в общественной и профессиональной сферах, сохранение связи с родным краем и укрепление родственных уз. Такие слова содержатся в резолюции 12-го Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Он состоялся сразу после установки памятного камня на месте будущей соборной мечети в Казани. Здесь собрались религиозные деятели из 76 регионов Российской Федерации, а также наши соотечественники из Донецкой и Луганской республик. Также с высокой трибуны было отмечено, что татарские религиозные деятели должны быть самыми активными участниками этого процесса на местах, в деревнях и городах, в местах компактного проживания татар и в татарских диаспорах. Должны создаваться условия для существования татарской среды общения, бизнеса и реализации культурных проектов. Отметить 1100-летнюю годовщину принятия ислама в Волжской Булгарии собрались 1100 татарских религиозных деятелей из разных регионов России и зарубежья. Такой форум в Казани проходит в 12-й раз. Самой большой оказалась делегация из соседнего Башкортостана. И ислам, она само слово «салям» означает покой, спокойствие. Это наша религия спокойствия. Развитие, иншаллах, идет такими ускоренными темпами. Сколько мечетей построено. Вот в нашем районе, когда мы начинали, было всего 3 мечети, а сейчас у нас 30 мечетей. По случаю юбилея в этом году планируется провести более 30 мероприятий в разных регионах России. Будут открываться и закладываться новые мечети, не только в Татарстане. Бүгінгі күнде республикада 2000-ге якын мәчет эшләп килә. Рамазан гаете һәм Корбан бәйрәмнәре дәүләт бәйрәме дәрәҗәсендә билгеләнеп уздыра. Теләгән кешеләр хаҗга Мәккәгә шәһәрендә бара ала, укыйм дигән кешеләргә мәдрәсәдән башлап академияга кадәр юл ачып. Сегодня мы встречаемся в непростое время. В этих условиях залогом достижения самых высоких целей является единство российского народа. Особая миссия в его консолидации и укреплении ценностей всегда принадлежала служителям традиционных религий России. По распоряжению главы государства в этом году на федеральном уровне широко отмечается празднование 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Правительством Российской Федерации утвержден план мероприятий, посвященный этому масштабному событию. Среди гостей и 8 представителей Донецкой и Луганской республик. Они вспоминают, что в марте 2013 года журналисты нашей программы приезжали к ним в гости. Вместе спускались в донецкие шахты. Вместе мечтали о воссоединении с родным народом. Мы все связаны одним желанием – соединиться со своим народом. Век глобализации это стало очень просто, получается. Все расстояния сократились. Теперь от нас зависит, соединимся ли мы, все татары всего мира, в одну нацию. Нам очень приятно влиться в общую семью, в семью татар.
Это очень для нас важно, потому что мы все эти годы, как наши предки приехали, например, на поднятие шахт, были оторваны. У нас не было, только на низовом уровне были связи родственные, а теперь мы почувствовали, что мы одна единая семья. Слава Богу. Альхамдулилляхи раббил алямин. Мы надеемся, что мы уже все, нас признали. Теперь следующий этап вступления в Россию и все. Мы рады и счастливы, что нас, наши республики признали, и что мы сейчас, иншаллах, уже вошли в состав Дум Духовного управления России. Мы всю жизнь были Донбассом. Хотя тут называют нас Украиной, может быть, но во все времена мы были Донбассом. И мы рады, что вот теперь мы, иншаллах, вернулись, как говорится, в свою гавань. Язык изучить, знать вопросы религии, и иман, чтобы поднять. Если, иншаллах, Всевышний позволит, мы и будем живы-здоровы, этот вопрос воплотим в жизнь. К активности на местах призывают религиозных деятелей формировать там полноценную национальную инфраструктуру, состоящую из курсов по основам ислама и татарского языка, халяльного питания, развития приходов, благотворительности, пропаганды традиционных принципов ислама среди соотечественников. Бүгін рухи кешебезнең ныклыгына яңа сынаулар төште. Нәк менә ислам безнең ата-бабаларыбызның дине буларак безгә ышаныч, дошман алдында торырга көч, телебезне, мәдәниятебезне, әхлакый һәм рухи кыйммәтләребезне сакларга мөмкинлек бирде. Шуңа күрә бу хәлләрне аңлап, ата-бабаларыбызның дугаларына таянып, без киләчәк турында уйларга тиешбез. Бу бәйрәм Татарстанның татарларының бәйрәме түгел, бу бөтен Россия халкының, мусульманнарының бәйрәме. Әлбәттә, без бердәм булырга тиеш, менә шулай бергәләп җыелып, үзебезнең, әле безнең Россиянең җиңел вакытлары түгел, без менә шулай итеп бердәмлек күрсәтеп, үзебезнең Россия президентына аның эшен хуплап, ул әйтик, ил күләмендә менә безнең бүгенге җыен, үзебезнең фикер, безнең президентыбызга бик зур ярдәм. Зуфар Давлетшин, Андрей Мохов, 7 дней. Еще одно событие, без исключения важное и знаковое. На этой неделе в Государственной Думе открылась выставка, посвященная 1000-столетию официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Церемонию посетили председатель Госдумы Вячеслав Володин, президент Татарстана Рустам Минниханов и руководители фракций Федерального парламента. Выставка раскрывает основные периоды развития ислама на территории Поволжья. От периода Волжской Булгарии и Золотой Орды до советского времени и современной России. Рустам Минниханов поблагодарил руководство Государственной Думы за возможность провести данное мероприятие. На самом деле экспозиция у нас побольше, чтобы проникнуться, надо приехать в Татарстан, посетить и Волжскую Булгарию, и нашу столицу. Но большое спасибо руководству и всем коллегам, которые здесь представляют Государственную Думу. В Татарстане более 1500 мечетей. Значит, такой возможности в советское время не было. Мы благодарны руководству нашей страны. У нас в прошлом году мы завершили, восстановили собор иконы Казанской Божьей Матери. Это большая святыня для православного. В этом году будем закладывать соборную мечеть в честь 1000-столетия. Вячеслав Володин заметил, что экспозиция выставки позволяет окунуться в историю страны через историю ислама. Для нас это большая обязанность бережно нести по жизни то, что смогли наши предки достичь и выстроить такие отношения. Мы с радостью принимаем вас и знакомимся с историей становления булгар, с историей ислама, ну и, конечно, историей татар на нашей общей российской земле. Высказались и руководители фракции Госдумы. Предлагаем послушать, какое впечатление на них произвела экспозиция. Я очень рад, что Республика Татарстан показывает нам пример, как можно развиваться в этих условиях, опираясь на глубинные чаяния и лучшие чувства
в народной жизни. И в этом отношении благодарю и президента Минниханова, и всех ваших руководителей, что вы даже в самую смутную эпоху не сносили памятники, не переписывали улиц. Президент мне помог восстановить в прекрасном виде музей имени Ленина, там Казанский университет, где он учился, и одновременно с огромным уважением относится к народным предприятиям. Те трудности, которые приходят исторически на наши земли, мы преодолеваем с успехом, когда мы вместе. Спасибо большое Татарстану за эту дату, за то, что мы сегодня можем об этом говорить. Спасибо большое. В эту субботу в древнем Болгаре прошли традиционные торжества Изге Болгар-Жене. В этом году к мероприятию приковано особое внимание и мусульманской общественности, и всех жителей Татарстана и России. Все-таки торжества были приурочены к великой дате – 1000-столетия официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Репортаж Диляры Юсуповой. Историческое событие. Вот так одним нажатием почтовая марка погашена. Сначала президент Татарстана, а потом и государственный советник Минтимир Шаймиев и замглавы Минкульта России поставили печати на марках. Фотография белой мечети и надпись «Белая мечеть в Болгаре, 2012 год». По контуру специальный штемпель. Сегодня вот такая почтовая марка нами погашена. Это будет историческое событие. Вот печать нам дали, мы все это сделали. Следом Оргкомитет по подготовке знаменательной даты принятия ислама. Обсудили перспективы дальнейшего развития, в том числе в области воссоздания мечетей, исламских школ. Ведь дата – это не праздник одного дня, а комплекс работ, в том числе строительство мусульманской инфраструктуры на территории России. На данный момент продолжают строиться и ремонтироваться важные мусульманские объекты в Казани, Уфе, Москве и других городах. Заканчивается в этом году строительство большой мечети в Крыму. Но и большая работа проводится по, как мы договаривались, по ремонту подъездных дорог в Болгар со всех сторон. Со стороны Ульяновска, со стороны Казани тоже. На это выделено 1 миллиард рублей. Рустам Галеевич активно организовал работу. Работы ведутся. Также планом работы предусмотрено около 30 научных форумов, конференций, круглых столов, семинаров, выставок и конкурсов. Юбилейные торжества в республике завершаются, но работа продолжится. Рустам Минниханов положительно оценил итоги Казань-саммита, форума татарских религиозных деятелей. Продолжатся и переговоры с партнерами исламского мира. Будут новые идеи и новые проекты. Часть из них уже в разработке. Проводится важная работа по сохранению и популяризации отечественного богословского наследия. Ведется активная работа с партнерами из исламского мира, в том числе в рамках деятельности группы стратегического видения России «Исламский мир». То, что такой форум, саммит по экономике, по финансам проходит регулярно, и участники все больше с огромным желанием приезжают, это прекрасный, тяжелый, но прекрасный путь к цивилизации. К цивилизации всей нашей страны. Всей нашей страны. И хорошо, что это вот мы укрепляем. Кульминация дня на площади перед памятным знаком принятия ислама – церемония торжественного открытия Изге Болгар-Жене. Прямую трансляцию ведет ТНВ. Театрализованный пролог как символ пути ислама в Волжскую Булгарию и путь, по которому шел Ахмед ибн Фадлан. Длинный и тернистый путь пришлось преодолеть и Татарстану, чтобы святые места снова обрели лицо. Я, прежде всего, хотел бы здесь отдельно отметить Талгат Таджуддина, который начал как бы эту работу по этим святым местам. И, конечно же, отметить работу Фонда Возрождения. И руководил этим процессом наш первый президент Минтимир Шаймиев. Вот все эти составляющие позволили мусульманам Республики России, нашим гостям, увидеть, на каком уровне 1100 лет назад на государственном уровне
наши предки приняли ислам. Мы искренне благодарим вот каждого из вас. Хаммагызга бек зор рахмат. Сіз біздің үлемінде болуыңыз біздің үшін зор шатлық. Дорогу, на которой не один раз спотыкались, но прошли, вспомнил и Минтимир Шаймиев. Начало было сложным, но ни один не опускал головы. Государственный советник сказал спасибо каждому, кто был до, во время и после. Раньше нас приходили. Начали, значит, археологические работы и доказательную базу создавали. Я вам хочу сказать, если не было бы за эти годы доказательной базы, изучения, вот и службы и геологические, и иные изыскательские работы, научные работы, если бы не было вовлечено со всей России и из республики, тогда об этом дне бы сегодня мы не могли бы еще и мечтать. Может быть, даже и не представляли. Сила воли какая нашего народа. Тех людей, которые верят в ислам, вот она проявление где. И то, что это доказано и подтверждено ЮНЕСКО, это уже, как говорится, не подлежит обсуждению, почему это доказано тысячами учеными. Это исторический факт. И ведь не случайно здесь не просто празднуют, а хотят прикоснуться в прямом смысле и к священным местам, и к духу, и к атмосфере. Изге Болгар жиыны не просто праздник, не просто гуляние. Это объединение и единение. Поэтому здесь все делают вместе. Вместе поют песни, вместе танцуют, вместе читают молитву. Этот праздник и восстановление гражданской идентичности каждого народа, каждого племени. 193 народа России объединило в себе. Это Бог объединил. Пример Организации Объединенных Наций. Чем больше праздников, тем меньше войны, чем больше застолья, тем больше взаимопонимания. Дорогие мои братья и сестры, дорогие мои соотечественники, дорогие высокие гости, да вознаградит вас Всевышний Аллах за поддержку ваших мусульман, живущих в Российской Федерации. Выступление чтецов Корана, интерактивные площадки, город мастеров, точки с халяльной продукцией. За один день Болгарский музей-заповедник посетили более 20 тысяч человек. В воздухе царило ощущение сопричастности. О радости, о том, что ничто не забыто, все это мы видим, ощущаем, какими многими усилиями возродилась наша искренняя религия, раскрыв всю красоту ислама на нашей великой Волжской Булгарии. Праздник объединил приехавших в Казань из 76 регионов России и 5 стран зарубежья, а кто-то даже загадал поездку как мечту, и вот, как по волшебству. Так прямо хотела сюда приехать. И мое желание исполнилось. Не разочарованы? Нет, нет, вообще. Рада, что я здесь была, что я здесь ходила, все видела. Держать связь с прошлым и окунуться в историю можно было через мастер-классы по изготовлению средневековых чернил и изучению арабской каллиграфии. И традиционный финал всероссийского турнира по борьбе на поясах. Кульминацией торжества стало световое шоу на территории комплекса «Белая мечеть». Диляра Исупова, Эльзира Юзаева, Андрей Кузьмин. 7 дней. Сегодня юбилей у человека, о котором знает, конечно, любой житель Татарстана. У человека, хорошо известного и за его пределами. Фариду Хайруловичу Мухамедшину 75. Человек истории. Вот уже более четверти века он руководит парламентом республики. Именно он и стоял у его истоков. Он же секретарь регионального отделения «Единой России», он же председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана, он же президент Федерации волейбола республики. Свидетель и непосредственный участник самых знаковых событий в истории Татарстана, неизменно стоявший на защите ее интересов и не только на российском, но и на международном уровне. Конечно, в эти дни, полные стольких событий, невозможно было встретиться и поговорить. Но есть километры уже от снятого материала, и сегодня мы посмотрим лишь один фрагмент интервью Мухамедшина, где он говорит о времени, о работе и о судьбе. Я боюсь на себя брать такую ответственность, чтобы кого-то поучать, но опыт нахождения правовых решений в отношениях с федеральным центром
когда серьезно разнилась Конституция Татарстана на год раньше принятой федеральной Конституции, когда мы решали вопросы государственного двуязычия в нашей республике, были ведь и непонимания, были те, кто боялся пойти по этому пути. Мы находили эти решения и на парламенте обсуждали, согласовывали. И все это, я вам скажу, после того, как не подписали федеративный договор, мы очень серьезно думали, как остаться в правовом поле российского государства. Наша Конституция разнится, законы мы принимаем на базе своей Конституции. Нам надо было отношения с федеральным центром урегулировать. И тогда было предложено, база была для этого в Российской Конституции, статья 11, где говорится о том, что отношения федерального центра и субъектов строятся на базе отношений Конституции России, Конституции Устава субъектов и иных договоров. Мы воспользовались этой нормой. Тогдашний президент Борис Николаевич Ельцин поддержал, и был заключен этот договор. До сих пор вот есть югославские проблемы, вы знаете об этом. Сейчас, значит, с Донецком, Луганском мы говорим, почему не использовать такую форму федеративного устройства страны, дать полномочия субъектам, для того, чтобы этот субъект самореализовался, разгружая федеральный центр от несвойственных полномочий и расширял свою налоговую базу, каждым годом платил больше налогов федеральный центр и был заинтересован сам наращивать налоговую базу и решать свои социальные задачи по людям, которые живут на его территории, не претендуя ни на что иное. Мы понимаем, Татарстан, и они тоже это понимают, мы в федеративном государстве, и где есть федеральные полномочия, исконные полномочия федерации, оборона, казначейство, деньги, лучшие спутники в мире, если хотите, там лучшие самолеты, все это производство. Но это международные дела, безусловно. Но в Конституции прописаны и исконные полномочия субъектов Российской Федерации, за что прямую непосредственную ответственность несут местные руководители Республики Татарстан, президент, парламент, правительство республики. И вот это разграничив и уточнив эти полномочия, мы на базе этого вот уже 25 лет двигаемся в созидательном режиме, наполняя содержанием и эти полномочия, наращивая налоговую базу и создавая все лучшие и лучшие условия для жизни почти 4 миллионов человек нашей республики, 3 миллиона 850 тысяч человек. Я думаю, что еще одно достижение парламента Республики Татарстан в том, что мы от ситуативного планирования и принятия законов, вот тут загорелось, тут что-то не так, там кашлянул, тут чихнул, надо принять закон, переходим к системной работе, значит, по принятию законов, по которым живет общество. У нас много законов еще с советского периода оставалось. Советские законы того периода, когда мы строили коммунизм, социализм развитой, мы переложили и приняли собственные законы. И сейчас на очередной законодательный год, принимая план работы, мы обязательно пишем записку, мне пишут записку, вот это поле не отрегулировано, вот это надо закон принять, вот это надо принять. И я, значит, ставлю задачу председателям комитетам, руководителей фракций, чтобы не пустовало законодательное поле, чтобы оно было отрегулировано не просто нормативным документом прошлых лет, а законом Республики Татарстан, высшим документом, по которому живет наша республика. И это тоже дает стабильность, это дает уверенность правоприменителям. И мы по этому пути намерены двигаться и дальше. Уникальность парламента, в моем понимании, то, что собраны совершенно разные люди,
наделенный полномочиями своими избирателями, поддержанные на избирательной кампании, которые пришли от народа, демократически избрано, и привнесли сюда все свои проблемы, предложения и противоречия. Уникальность этого органа, скажем, от правительства зависит как раз в этом. В правительстве абсолютное большинство единомышленников, где есть премьер-министр, есть его заместители, есть министры и так далее. Дискуссии могут идти, но они идут вокруг генеральной линии. Здесь, в парламенте, ничего не предсказуемо. В этом его уникальность. В этом и интерес этой работы. И люди со своими самыми больными вопросами обращаются в парламент. Мы стараемся искать возможности помочь или юридически правильно ответить, как ему поступить. Где бы я ни работал, я вот себя чувствовал, что я в массе с людьми, с народом и на любой должности. Ну разве можно об этом жалеть, когда ты востребован, еще стараешься работать так, чтобы принести пользу конкретному человеку или конкретной территории, или самой республике в целом. Теперь уже на базе авторитета, опыта, который за эти годы наработал, я, наверное, один из старожилов парламентов, субъекта Российской Федерации, субъектов. И для меня это новая ответственность. И я понимаю, что служить людям – дело непростое, но очень нужное. Мы от всей души поздравляем Фарида Хайруловича с красивым юбилеем. Крепкого здоровья и успешной работы во благо республики. Какое влияние оказал ислам на развитие татарского мира? И какие религиозные реформы привнесли сами татары? Религия и национальное самосознание – понятия, которые имеют неразрывную историческую связь. Об этом сразу после программы «7 дней» смотрите в новом проекте «Заман Кезгесе». А мы в завершении выпуска предлагаем посмотреть уникальное и поистине грандиозное световое шоу, которое показали горожанам и туристам прямо на стенах знаменитой Белой мечети. Здесь и восход солнца, и орнаменты узоров народов России, и времена года, и символы дружбы народов Татарстана. На главном куполе Белой мечети появляется горящая надпись «Аллах Акбар» на арабском языке. Заканчивается представление изображением звездной ночи в Багдаде. Смотрим и встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! Новая неделя принесет новые надежды на потепление, которые начнут оправдываться уже к среде. О погоде на ближайшие 7 дней прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке республики следующая неделя будет без осадков, солнечной и теплой. Ну, наконец-то весна будет радовать высокими температурами. К выходным до 22 градусов выше нуля. От чего зависит погода? От времени, ветра, давления, а также от настроения. Вот и жителям юго-востока Татарстана май подарит теплые дни и настроение. Если в понедельник 9 градусов тепла, то к субботе долгожданные плюс 20, солнечно и без осадков. В центральных районах республики в понедельник переменная облачность, без осадков, но прохладно. Во вторник начнут поступать теплые воздушные массы и к пятнице до плюс 21. На выходных также солнечный антициклон будет управлять погодой. Будет тепло и без дождей. На юго-западе Татарстана облака рассеются, атмосферное давление подрастет, и начиная со вторника температура начнет повышаться. И на выходных до 22 градусов выше нуля.
Хорошая новость для жителей северо-запада республики и Казани. Начиная со вторника, погода наконец возьмет курс на лето и начнет радовать высокими температурами, ярким солнцем и отсутствием осадков. В среду плюс 16, а к пятнице до 20 градусов выше нуля. Такая погода сохранится и на выходных. Гуляйте чаще на свежем воздухе, наслаждаясь ароматами весны. Не стоит упускать возможность насладиться хорошей погодой. До свидания.